Это далеко не первая совместная конференция ученых Абхазского научно-исследовательского института и Института мировой литературы имени Горького. На этот раз встреча, которая проходит в онлайн-формате, посвящена 1700-летию Вселенского собора в Никее. Есть вещи, которые мы не знаем, но наши русские коллеги подсказывают нам, потому что они в русской теме, в теме русского летописания, они, конечно, чувствуют себя более уверенно, но зато они узнают какие-то новые об Абхазском царстве. Тем более, что мы только сейчас живем в режиме свободного, так скажем, суверенного государства и имеем возможности озвучивать те истины, которые мы не имели при прежнем режиме. Первые сведения о христианстве в Абхазии относятся к первому веку нашей эры. Согласно древним источникам, христианство здесь проповедовалось двумя апостолами Иисуса Христа – Андреем Первозванным и Симоном Канонитом. Андрей Первозванный отправился в город Киев, а Симон Канонит остался проповедовать христианскую веру в Абхазии, где был убит в 1955 году на реке Псырцха. Следующие сообщения о христианстве относятся к IV веку. Тогда, в 325 году, в Малой Азии, в городе Никея, состоялся Первый Вселенский церковный собор, в работе которого принимал участие епископ Питионской епархии Стратофил. Данный факт свидетельствует о значимости Пицунской епархии. Я хотел бы сегодня выступить о переводе «символ веры», что это не так легко. С одной стороны, филологически подходить это вроде бы хорошо получается, но с богословской точки зрения это уже будет ересь. Значит, тут важнее всего богословие, как преподносишь, как требует догмат, вот с этой точки зрения. Почему? Потому что вот, вроде бы мы в храмах читаем или слушаем символ веры, вроде бы мы понимаем, а на самом деле каждое слово имеет глубокое значение. Конференция является составной частью большого совместного проекта, который длится более 10 лет. В результате определенной работы подготовлен труд в 3 томах под названием «Абхазия в русской словесности XIX-XX веков». Нужно отметить, что если в первых 2 томах были представлены русские исследователи, то 3-й том состоит в основном из работ абхазских ученых. Сегодняшняя конференция – это продолжение того, что у нас будет запланировано. А запланировано будет, вероятно, такое направление. Абхазия – земля апостольской проповеди. Потому что духовная составляющая и литературы XX века, и XXI века, безусловно, она не подлежит никаким сомнениям, я имею в виду, абхазской литературы. Откуда это идет? Это идет именно от тех древнейших времен, когда и Симон Канонит здесь проповедовал, правильно, и абхазы впитывали в себя из первых уст, из первых рук, можно сказать, все христианские заповеди. Заседание стало площадкой для обмена мнениями и обсуждения интересных тем. Вопросы возникали как у абхазских ученых, так и у коллег с российской стороны. Доклад заведующего отделом новой и новейшей истории института Аслана Авицба был посвящен вопросам религии в повестке Дурипшского схода. Это вопрос очень сложный. Это проведение совпало с датой официального включения Абхазии в состав грузинской церкви в качестве автономии. Поэтому там много движущихся, много вопросов, но в процессе Дурипшского схода были вопросы религии тоже обозначены. Во-первых, среди организаторов были представители христианского и мусульманской части духовенства, но основную роль играла традиционная абхазская религия. В многовековой истории Абхазии прослеживаются этнокультурные, торговые и религиозные связи. Это является подтверждением того, что Абхазия существовала не изолированно от внешнего мира. Говоря то, что, мне кажется, мы недооцениваем наше историческое прошлое,
по крайней мере, недостаточно полно ее освещаем. Ведь Абхазия всегда была в привязке к ведущим мировым цивилизациям издревле, причем это начиная от древних греков, римлян, византийцев, тех же генуэзцев, потом еще две великие империи, в составе которого или под протекторатом которого была Абхазия. Все это дает нам право говорить о том, что это была не какая-то периферия, а как раз-таки в составе великих цивилизаций. В течение 2 дней ведущие филологи, лингвисты, историки и специалисты по теологии из Абхазии и России обсудят широкий спектр вопросов, касающихся истории, религии и культурно-политических взаимосвязей в разные периоды истории. Кунда Шоу, Рамо Камке, Абхазское телевидение.